Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшикшара. Подготовиться основательно. Эти слова как никогда сейчас подходят к теме возможного возобновления учебного процесса в республике. Об этом на расширенном совещании у президента заявила главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик. О том, как образовательные учреждения готовятся к возможному открытию, наш следующий материал. Репортаж Гугуцы Вардания. Вот смотри, задали нам. Давай. Вот. Ева ездит в цирке на коне вверху. Так выглядит учебный процесс в последнее время. На видео дети вместе с мамой выполняют домашнюю работу, которую учитель прислал онлайн. Ведь возможности сидеть за партой в классе пока нет. Всему виной большой рост числа заболевших COVID-19. Только после Нового года количество заразившихся коронавирусной инфекцией в Абхазии увеличилось в 2 раза. Тогда правительством были ужесточены ограничительные меры. Они действуют до 10 февраля. После ужесточения ограничений рост числа заболевших COVID-19 пошел на спад. Заболеваемость снизилась в разы. И, как было отмечено на расширенном совещании с участием президента, благодаря этому уже есть возможность говорить о возобновлении учебного процесса. Однако это все при соблюдении определенных условий. Ведь здоровье граждан – самое главное, подчеркнул Аслан Бжания. Мы в полной мере даем себе отчет, насколько по этому поводу переживают родители, сами учителя. Многие готовятся к этому несколько лет, вступительные экзамены, люди, которые хотят получить дальше образование. Конечно, эта проблема вносит коррективы, но мы вот услышали то, о чем говорят отраслевые министры, эти проблемы будем решать. Как рассказал на расширенном совещании у президента министр просвещения и языковой политики Инал Габлия, учебный процесс планируется начать поэтапно. Вначале откроются школы, где учатся не более 150 учеников. Если в течение 2 недель ситуация будет стабильной, то возможность открыться будет и у других школ. Но уже сейчас к возобновлению учебного процесса готовятся все среднеобразовательные учреждения республики. В 6-й столичной школе на сегодняшний день обучаются 772 человека. Из них 380 детей в начальной школе, остальные в среднем и старшем звене. К открытию школ, как отметила исполняющая обязанности директора 6-й школы Лолита Кация, они готовятся весь карантин. Проводили онлайн-уроки, однако это не всегда эффективно. Я провела мониторинг среди всего педагогического коллектива, и только у одного учителя по математике 100% дети выходили на связь. У остальных, в зависимости от класса и от предмета, от 5 до 10, бывало даже до 12, которые не выходили на связь по разным объективным причинам. У кого-то техники нет, кто-то в деревне, у кого-то света нет и так далее. И поэтому сказать, что эти дети прошли программу, мы не можем. Мы решили, что в любом случае, как только нам разрешат выйти в школу, мы начнем с того места, где мы остановились в октябре. И если эта программа уже пройдена дистанционно, мы ее быстренько пройдем за неделю, за 2. Если у детей будут проблемы, нам придется задержаться. Из педагогического коллектива коронавирусом здесь переболели 20 человек. Антисептики, маски, социальная дистанция, 2 разных входа, продуманное расписание. К учебному процессу мы готовы, подчеркнула Лолита Кация. В случае открытия школ уроки будут проводиться посменно не только в разное время суток, но и разные дни. Вот такой вариант предлагают в школе номер 6. Наше предложение было конкретно нашей школы, что 3 дня учится одна школа, 3 дня учится начальная школа, и потом после воскресенья опять все повторяется. Члены родительского комитета школы полностью поддерживают эту инициативу и готовы соблюдать все условия, а также помогать педагогическому коллективу. Я, как мать выпускницы, могу сказать, что то, что учебный процесс прекращен, очень отразилось, в частности, на моем ребенке. Мы ждем качественной подготовки к поступлению, а тут нарушен режим, учебный процесс прервался. Я думаю, что есть возможные пути, можно как-то организовать систему так, чтобы она заработала и дети имели возможность выйти в школу.
В 13-й столичной школе учатся всего 72 человека. Классы очень маленькие. Среди учителей переболели 10 человек. Но, по словам директора Ларисы Куправа, к возобновлению учебного процесса готовы и здесь. Если в больших школах речь идет о занятиях в разные дни посменно, то в маленьких школах ученики будут ходить на занятия каждый день. Мы это уже на совещании обговаривали. Не раз мы собирались в управлении образования. Наши методисты это уже разработали и сказали, что там, где мало учащихся, будут каждый день 5 дней мы будем учиться с понедельника по пятницу. Ну а другие школы, там у них свое расписание. У нас свое расписание уроков есть, режим дня у нас есть. Уроки будет идти 40 минут, перемены по 10 минут, большая перемена будет 15 минут. Все это у нас расписано, все у нас сделано, тематические планы готовы, учителя готовы к учебному процессу. Учебный процесс в республике был приостановлен 15 октября 2020 года. И учителя, и ученики с нетерпением ждут, когда возобновится учеба. Но самая главная задача сейчас, несмотря на спад числа заболевших, не допустить дальнейшего распространения COVID-19. Ведь, как говорят медики, количество инфицированных может вновь резко возрасти, если не соблюдать мер предосторожности. Гугут Савардани, Инала Гухава, Абхазское телевидение. Указом президента Аслана Бжания Курмази Даур Леонтьевич освобожден от должности министра по налогам и сборам по собственному желанию. Другим указом главы государства исполнение обязанностей министра возложено на замминистра по налогам и сборам Лугуа Мираба Мамиевича. В Министерстве экономики состоялось совещание вице-премьера министра экономики Кристины Озган с представителями Министерства юстиции, МВД, Госстандарта и РУП Черноморэнерго. На состоявшемся 3 февраля расширенном совещании с членами Кабинета министров президент Абхазии Аслан Бжания поручил скоординировать работу органов, осуществляющих выявление незаконных потребителей электроэнергии. Как сообщили на встрече с вице-премьером, представители Черноморэнерго за 2020 год и январь 2021 года выписано 588 актов о незаконном подключении к электросетям. По факту выездных проверок было гораздо больше, так как параллельно с работой Черноморэнерго выявлением незаконных потребителей электроэнергии также занимались сотрудники правоохранительных органов и Госстандарта. В целом, с момента вступления в силу распоряжения Кабинета министров о мерах по регулированию деятельности по добыче криптовалют накоплен большой материал по нарушителям. Кристина Озган распорядилась отправить все материалы проверок в Государственный комитет по стандартам, потребительскому и техническому надзору для реагирования и дальнейшего применения мер административного воздействия в отношении потребителей, незаконно использующих электроэнергию. У вас есть проблема с определением, условно говоря, нарушителя, да, чья это майнинг-ферма или чье оборудование. Если у вас этой информации нет и в рамках вашей проверки вам не удалось определиться в этом вопросе, по моему мнению, данная информация должна направляться в правоохранительные органы, возможно, в МВД и в СГБ, для того, чтобы они могли оперативно установить в данном случае, кто является владельцем либо бенефициаром. Функционал, который закреплен за госстандартом, он весьма внушительный. И речь идет о том, что вы должны его максимально использовать. Безусловно, Черноморэнерго тоже, но Черноморэнерго не может применять санкции, вы понимаете, да? Черноморэнерго может констатировать факт нарушения и злоупотребления, после чего Черноморэнерго обязана обращаться в правоохранительные органы и в надзирающий орган для применения дальнейших действий. Что касается Министерства внутренних дел, это их внутренняя информация, и у них есть внутренние инструкции, по которым они действуют. И я думаю, в рамках своих полномочий они такую работу наверняка проводят и будут проводить. Сейчас речь идет о том, что основной, условно говоря, уполномоченный орган, надзирающий, который имеет право применять, вот именно конкретно в этом случае, это, безусловно, вы. Безусловно, вы. Поэтому я все-таки хотела бы сакцентировать ваше внимание на том, что там, где есть нарушители официально установлены, вы применяете все меры административного воздействия, которые предусмотрены законодательством. Там, где вы не можете определить нарушителя, физическое или юридическое лицо, кому предъявить претензии, пожалуйста, этот список подготовьте до пятницы, как вот и по первоначальной, и отправьте, пожалуйста, в Министерство внутренних дел, а Министерство внутренних дел, если посчитает нужным, наверное, в СГБ тоже надо будет направить.
В рамках совещания обсуждался и вопрос технической безопасности энергообъектов городов и районов республики. Кристина Озган поручила Департаменту по техническому и энергетическому надзору совместно со специалистами МЧС провести проверку всех трансформаторов. Энергонадзор уже провел такую работу в Гагре, где было выявлено 22 трансформатора в аварийном состоянии. Где-то в них стоит вода, где-то отсутствует крыша. Акты и предписания готовы. В ближайшее время аналогичную работу проведут и по Сухуму. Предстоит проверить более 300 трансформаторов. Без малого сутки в Очимчире и окрестностях города велись поиски 12-летней Александры Гварамия, которая 3 февраля примерно в 13 часов вышла из дома по улице Акармарская и не вернулась. Правоохранителями были установлены обстоятельства произошедшего и лицо, удерживающее подростка, Иналга Махария, 2001 года рождения, а также житель Очимчиры. В результате проведения спецоперации сотрудниками Управления уголовного розыска, СОБРа, МВД и оперсоставом ОВД по Очимчирскому району совместно с ЦСН, СГБ и МЧС Абхазии пропавшая Александра освобождена, жизни и здоровью подростка более ничего не угрожает. Гамахария был задержан и доставлен в МВД Абхазии. Задержанный признался, что он насильно удерживал девочку с целью выкупа в размере 200 тысяч рублей. Фамилия, имя, отчество. Четко. Махарин Алмурманович. Год рождения. 2001. Место жительства. Очимчира. За что задержан? Похищение. Видел 12-летнюю девочку и насильно ее удерживал всю ночь. Причина такого поведения можешь объяснить? Требовал выкуп. Да. Какой суммы? 200 тысяч. Для чего ты хотел эту сумму? Чтобы уехать. Куда собирался? Знаю. А ты знаешь, что совершил очень тяжкое преступление? Да, это я осознаю. На 84-м году ушел из жизни известный абхазский поэт, прозаик, публицист, общественный деятель, член Союза журналистов СССР, Союза писателей СССР, Абхазии и России, заслуженный работник культуры Абхазии, кавалер ордена Ахтапша III степени Терентий Михайлович Чаня. Терентий Чаня начал писать стихи в школьные годы. Его первое стихотворение было опубликовано в 1955 году в журнале «Алашара». Произведения Терентия Чаня также печатались в журналах «Хамцабз», «Молодая гвардия», газетах «Апсны-Капш», «Советская Абхазия», «Апсны» и «Траджа», в Московской общеписательской литературной газете. Он автор более 25 поэтических и прозаических книг. Творчество Терентия Чаня входит в школьную программу по изучению абхазского языка и литературы. Это когда человек уходит, обо всех говорят, что вспоминает только хорошее о них, а что-то плохое не вспоминается. А здесь, если даже очень захочешь, ничего плохого нельзя вспомнить. Таких людей, как он, Бог посылает, чтобы показать людям, окружающим, какими наглядно, какими они должны быть. Он не из своей жизни ушел, а из моей жизни. Хотя такие люди вообще из жизни народа не уходят. Они остаются. Многие помнят, знают и воспитаны на его песнях. Талантлив. Он не только стихи писал, он еще и музыку писал. Ты приходишь на работу, он уже пришел, сидит или вот-вот должен прийти. Но не бывало такого, что он заставлял себя ждать. В таком возрасте он был очень мобильный. Самое тяжелое для меня то, что он ушел из жизни и переместился в память. В связи с кончиной Терентия Чаня соболезнования выразили Союз писателей Абхазии, Министерство культуры, ректорат Абхазского госуниверситета, профессорско-преподавательский состав и Союз студентов АГУ. По организации похорон известного абхазского поэта, прозаика и публициста Терентия Чаня создана Государственная комиссия под председательством министра культуры Гудиса Агарба. Прощальная церемония и траурный митинг состоится 5 февраля в Сухуме по улице Лакоба, 91.
Среди тех, на чьей деятельности особо отразилась пандемия коронавируса, являются учреждения культуры. Впервые за долгое время в Министерстве культуры состоялось расширенное совещание с участием руководителей подведомственных организаций, музыкальных школ, хореографических коллективов, театров и других учреждений культуры. На встрече присутствовал советник президента по вопросам культуры и науки Нукзар Логуа. Репортаж Алики Трапш. Чтобы обсудить накопившиеся проблемы и планы на текущий год, министр культуры Гудиса Агарба встретился с руководителями государственных библиотек, музеев, театров. Мне хотелось бы более предметно, в рабочем порядке проговорить перспективы нашей работы в нынешнем году. Я хотел бы заслушать руководителей учреждений о результатах работы прошлого года, несмотря на ограничительные меры и то, что практически работа была остановлена. Мы искренне надеемся, что в ближайшее время ограничительные меры будут определенные послабления, и все же учреждениям культуры будет предоставлена возможность возобновления работы. Мы считаем, что это произойдет в ближайшее время. С учетом этого хотелось бы заслушать руководителей учреждений о сложностях работы, чем Министерство культуры может быть полезно в решении этих вопросов. Первыми рассказали о своей работе и накопившихся проблемах библиотекари. Директор Национальной библиотеки имени Ивана Папаскир Борис Чулария начал с достижений. В их числе внедрение технологий, оцифровка фонда, подготовка коллекции на книги, которых нет в библиотеке. Вместе с тем Борис Чулария отметил, что и проблем у Национальной библиотеки немало. Если объект был сдан в 2015 году, то есть в сентябре 2015 года, то бюджет, который мы сегодня имеем, бюджет еще 2010 года. А вот представьте себе огромное количество оборудования, оснащения. Ведь там требуются совершенно другие профессии, айтишники. И, знаете, сервер у нас мощный на много терабайтов, который заполнен всего на 4%. У нас огромная возможность в этом плане хотя бы из облака изымать нужные нам коллекции, чтобы вторично за него не платить. Это тоже вопрос, который нужно конкретно говорить. Директор Государственной молодежной библиотеки Юлия Еник отметила, что у них хороший книжный фонд. Посещаемость среди школьников и студентов большая. Еще до введения ограничительных мер молодежь проводила различные встречи. Основной проблемой Юлия Еник отмечает необходимость ремонта. Библиотека сегодня находится на том же уровне, когда я туда пришла работать в первый же день. То есть никакого ремонта, абсолютно ничего не было произведено. Я неоднократно обращалась в нашу инстанцию, в Минкультуры. Но я понимаю проблемы республики, это все понятно. Но молодежь – это кто? Это лучшая часть нашего общества. Она становится такой, которой мы делаем ее взрослые люди, правда же? И вот я считаю, что она должна приходить в такое помещение эстетическое, вообще достойное нашей молодежи. Если возможно, включить в программу ремонт библиотеки. Затем слово взяли работники музеев. Директор Государственного музея боевой славы имени Владислава Арденба Мзия Бея сообщила, что если у музея нет проблем с посещаемостью и наполняемостью экспонатами, то часть зданий находится в аварийной ситуации. По ее словам, происходит усадка правого крыла музея, вследствие чего облицовочная плитка отклеилась. Руководство музея безуспешно пыталось устранить проблему своими силами. Необходима просто некая государственная комиссия, которая мы своими силами уже даже своим бюджетом это не осилим. Нужен государственный подход. Это самая большая проблема сейчас для меня, для нашего коллектива, для самого объекта. А все остальное, намеченные нами планы, мы готовы выполнять при условии, что, как Юля сказала, если будут нам выплачены те средства, которые мы будем запрашивать вовремя. Затягивание все время было в нашей практике, вы это знаете. Это осложняет нашу деятельность. По словам директора литературно-мемориального дома-музея Дмитрия Гулия Светланы Курсая, за прошедшие годы немало творческих вечеров и встреч было ими организовано. Музей давно нуждается в капитальном
капитальном ремонте. И даже в период карантина сотрудники приходили в музей, проветривали помещения. Министр культуры Гудиса Агарба отметил, что ремонт Дом-музея Дмитрия Гуля должен быть включен в инвестпрограмму, но пока говорить о сроках не приходится. Алика Трапшти, Моргугохи, Абхазское телевидение. В Государственной комиссии по монументальному искусству обсудили дату заседания комиссии по определению лучших конкурсных проектов: памятника первому президенту Абхазии Владиславу Арзанба, памятника благоустройства площади имени второго президента Сергея Багапши в Сухуме и его памятника в Учимчире. Кроме того, было рассмотрено обращение директора Абиги Арды Ашуба по вопросу установки памятника видному общественному деятелю, доктору исторических наук Георгию Дзидзаре. По итогам встречи было принято решение назначить дату заседания комиссии по определению лучшего проекта памятника Владиславу Арзанба 23 февраля. Также принято решение об экспозиции конкурсных проектов в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии с 15 февраля, где жители республики смогут ознакомиться с представленными работами и проголосовать за понравившийся проект. Заседание комиссии по определению лучшего проекта памятника Сергею Багапши состоится 3 марта, а экспозиция конкурсных проектов будет открыта в ЦВЗ с 24 февраля, где жители Абхазии также смогут ознакомиться с представленными работами и проголосовать за понравившийся проект. Министр туризма Абхазии Теймураз Хишба в ходе рабочей поездки в Москву встретился с руководителем Федерального агентства Российской Федерации по туризму Зариной Дагузовой. Обсуждались вопросы двустороннего взаимодействия, а также итоги сезона 2020 года, сотрудничество в сфере туризма, в том числе и по развитию туристской индустрии. Руководители туристических ведомств также наметили планы в рамках Московской международной выставки МИД. Итогом переговоров станет решение по подготовке и дальнейшему подписанию меморандума о сотрудничестве, в котором нашли бы отражение круг обсуждаемых вопросов. На следующей неделе в столице начнутся работы по обрезке деревьев. Этот вопрос обсуждался на совещании, которое провел глава администрации города Сухум Беслан Эшба. На встречу также был приглашен председатель Госкомитета по экологии Савелий Читанава. Подробности в репортаже пресс-службы столичной администрации. С понедельника, 8 февраля, на двух улицах столицы, на улице Абазинской и на проспекте Аяйра, планируется приступить к обрезке деревьев. Муниципальное унитарное предприятие благоустройства согласовало свои действия с Госкомитетом по экологии и получило заключение экспертов ведомства. Кроме того, все работы будут вестись в присутствии специалиста Госкомитета по экологии. Только после получения разрешения мы приступаем к работе. Это касается и глубокой обрезки, и неглубокой вообще. Всех видов работ по озеленению. У нас сегодня две улицы, которые мы согласовали с комитетом по экологии. Это Абазинская и проспект Аяйра. Там несколько видов деревьев. Будут проводиться и глубокая обрезка, и неглубокая обрезка. Все эти работы будут в присутствии специалистов. Глава администрации Сухума Беслан Эшба подчеркнул, что главная задача, которая стоит перед благоустройством и коммунальными службами при обрезке зеленых насаждений – сохранение эстетического вида деревьев. Там, где можно по максимальному оставить зеленую часть, ее надо оставить. А не так, чтобы там, может, с запасом каким-то некоторые специалисты считают о том, что давайте сейчас сделаем больше, но к этому не будем возвращаться там какое-то время. Чтобы не такой подход был, а был подход и с эстетической точки зрения, и с экологической, был некое такое взвешенное решение. Если придется работать чаще, это ничего страшного. У нас хватит сил и возможностей. Но без того, чтобы там сделать и якобы на долгое время. Так нельзя. Что касается полной вырубки деревьев, мэр отметил, что без экологического заключения ни одно дерево в столице не срезается на корню. Даже пускай будет там ветхая, которую уже обязательно давно надо было резать. Обязательный акт, обязательные документы. К нам поступает масса заявлений. Просим убрать дерево, мешает, на дом упадет, на гараж упадет и так далее. Я передаю материалы Саиду, он с вами связывается. Заявление, ваше заключение. Наступает момент производства работ, на обязательное присутствие соседей или там, я не знаю, если это торговые объекты, соседние магазины и так далее, чтобы все видели и понимали, о чем идет речь. А не так, как просто машина приехала, срезала, а потом говорит, а у нас было заявление. Таких я не помню фактов, но чтобы не дать нашим жителям города домысливать какие-то вещи, которых нет в природе.
Председатель Госкомитета по экологии Савелий Читанава отметил важность проводимого совещания в администрации Сухума, так как в преддверии начала очередной обрезки деревьев в столице есть возможность проинформировать горожан о том, что вся предстоящая работа согласована с экологами. Относительно недовольства некоторых граждан по поводу проводимых и проведенных работ не всегда оно соответствует действительности. Хотя не скажу, что не было оснований иной раз. К сожалению, были случаи, когда без нашего взаимодействия были вырублены деревья, на что справедливо было возмущение граждан города. Обрезки бывают разного рода. Вмешиваться в работу МУП благоустройства, где собраны специалисты и где проводятся работы согласованно, я не считаю, что это оправдано по любым вопросам, возникающим в городе при обрезке или бывают и порубки, то привлекают наших специалистов, которые дают экологическое заключение, по которому потом реализовывается тот или иной проект. Председатель Госкомитета по экологии озвучил и проблему сохранения декоративных растений в Сухуме в связи с появлением в последние годы новых видов насекомых-вредителей. По словам Савелия Читанава, 70% декоративных растений республики произрастает именно в столице. Он сказал о необходимости создания специализированной структуры по защите декоративных растений при Кабинете министров. Беслан Эш пообещал поддержку администрации города при обращении Госкомитета по экологии по этому вопросу в соответствующие инстанции. Элана Какаля, Амрамич, Бадавид Авицпа, пресс-служба администрации города Сухум. И в завершении выпуска о погоде. В пятницу 5 февраля в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь, переходящий в ливневый. Температура воздуха ночью 3-8, днем 7-12 градусов, температура морской воды 10 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.